Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, Санбой. Из России и нас уважают и ценят. Они говорят, как к жидам относятся. Я говорю, с большим уважением, как вы к своим братьям относитесь, славянам, русскому народу. Я говорю, так и они к нам относятся. Мы этот народ уважаем. Они нас приняли, потому что мы маленький народ. Маленький народ. Мы любим Россию, мы любим и ценим Россию. Не только Россию, а весь народ, который живет на территории России. Да, национально-культурная автономия видов. Знаете, да? Девушка, подайте, пожалуйста. Андрей, пошли! Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, Санбой. События итоги дня на областном телевидении 311-29-47, и мы продолжаем. Сейчас узнаем всю правду о жизни мигрантов из Средней Азии в Екатеринбурге из первых рук от автора видеоблога «Я таджик». В начале именно о нем расскажем. Последние новости из жизни приезжих почти год рассказывает в своем видеоблоге мигрант из Душанбе Парвиз Абдулоев, учитель английского и корейского языков в Екатеринбурге уже 8 лет. В его зарисовках экскурсии по самым красивым местам. Понял, да? Красиво, да? Привет, говорю. Классно. Классно, да. Вообще-то красиво дома.
В прямом эфире Парвиз учит готовить, гуляет по продуктовым и вещевым рынкам, бывает на городских праздниках. Блогер знакомит подписчиков с друзьями-мигрантами из соседних республик, которые приехали в столицу Урала на заработки, продавцами, парикмахерами, врачами. Канал Парвиза смотрят почти 20 тысяч человек. И наш гость Парвиз Абдулоев. Парвиз приехал в Екатеринбург из Душанбе, где работал учителем английского и корейского языков. Автор YouTube-каналов «Я таджик» и «Санбой ТВ», на которых рассказывает о жизни таджикских, узбекских и киргизских трудовых мигрантов в Екатеринбурге. Здравствуйте, Парвиз. Здравствуйте. Здравствуйте, Парвиз, спасибо, что пришли. И приглашайте вашего товарища Абдусидик Хасанов. Абдусидик. Представьте нам его. Абдусидик, самый близкий мой друг в Екатеринбурге. Мы здесь познакомились.